На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. В Очамчире после реконструкции открылось районное отделение ЗАГСа. На торжественной церемонии открытия объекта присутствовал президент. Кроме того, Рауль Хаджимба ознакомился с ходом строительных работ средней школы в селе Тхина и детского сада в Очамчире. Обо всем подробно в репортаже Налы Ковы. Важное и значимое событие сегодня в городе Очамчира. После капитального ремонта распахнуло свои двери полностью обновленное здание ЗАГСа. Помещению Очамчирского ЗАГСа давно требовался капитальный ремонт. Он был начат в 2018 году. На эти цели из республиканского бюджета выделили более 5 миллионов рублей. Все послевоенное время работники ЗАГСа были вынуждены ютиться в одном из кабинетов администрации города. Расписывать молодоженов там не представлялось возможным. Именно поэтому сотрудникам ЗАГСа часто приходилось устраивать выездные торжества или же регистрировать молодоженов в Доме культуры. Орган ЗАГС размещался в кабинетах администрации Очамчирского района. Сегодня это просторное помещение, которое позволяет обеспечить отдельными кабинетами наших работников органа ЗАГС. Есть помещение для хранения архива. И что является очень важным для каждого органа ЗАГС, то здесь есть торжественное помещение, которое позволяет проводить церемонию бракосочетания в торжественной обстановке. Каждый год в Очамчирском районе сочетаются браком около 100 молодых людей. Теперь у молодоженов есть прекрасная возможность проводить торжества в новом красивом здании ЗАГСа. Еще одна хорошая новость для жителей Очамчирского района. 10 новых автобусов пополнили местный автопарк. Автотранспортные средства были приобретены в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Один автобус будет курсировать по городу, 4 совершать междугородние рейсы. По одному автобусу получили села Кындых, Чгярда и Члоу. У нас в районе 29 школ, из 29 школ у нас 16 автобусов. Нехватка автобусов была. У нас в городе еще 3 школы, у них нет автобусов. Есть у нас еще спортшкола, дети занимаются футболом, разным видом спорта. Каждый день мы нуждаемся в этих автобусах. Мы упрашиваем, то какое-то село просим, чтобы автобус нам выделили сегодня, или гараж просим. И сегодня мы хотим сказать правительству Абхазии спасибо большое. Мы года 2 тому назад с помощью администрации района мы приобрели автобус, но один автобус у нас физически не успевал. И мы просили руководство района, и нам сегодня выделили новый автобус. Мы благодарны всем. В ходе поездки Рауль Хаджимба проинспектировал строительство детского сада в Очамчире. Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Его строительство осуществляется в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Проектно-сметная стоимость объекта 126 миллионов рублей. На данный момент выполнена большая часть работ. Основные работы уже сделаны. Сейчас мы занимаемся отделкой. Вот, как вы видели, мы уже устанавливаем внутренние двери, межкомнатные двери. Вот, на днях приедет весь санфаянс, то есть вся сантехника, она будет тоже устанавливаться. Нам осталось сделать полы, вот, и покрасить стены. Ну и по благоустройству есть некоторые моменты, которые нужно еще доводить. Затем Рауль Хаджимба осмотрел школу в селе Тхина, строительство которой было начато 2 года назад и близится к завершению. Уже в этом новом учебном году 75 детей перешагнут порог современной школы, в которой, помимо оборудованных всем необходимым для учебного процесса классов, будет столовая, спортзал и лаборатория. По графику все укладываемся. Осталось буквально положить полы, которые у нас там форс-мажорная ситуация произошла в Иркутском районе, наводнение. По поводу этого фуры никак сюда не доехали, но буквально 2-3 дня фуры с лесом уже будут здесь. Постелим полы и, в принципе, останутся мелкие виды работ. И к сентябрю, я думаю, 100%, что дети уже будут учиться в этой школе. Наша школа рассчитана на 120 человек, ну, в среднем в классе планируется разместить 15-20 человек, но если постараться, при большом желании можно и до 30 человек. В завершении поездки президент подвел ее итоги. Я думаю, что в сравнении с прошлым периодом времени, когда мы смотрели, сделано очень много. Идет работа к завершению. К 1 сентября эти объекты должны быть сданы, чтобы дети пришли в новые школы. Что касается ЗАГСа, я думаю, это событие достаточно важное для района. Сегодня есть новое красивое здание. Судя по тому, как говорят работники нашего Минюста, это одно из лучших зданий и лучших помещений органов ЗАГСа. Теперь остается только надежда на то, что люди будут приходить в этот ЗАГС
школы и ЗАГСы – это как раз то, что свидетельствует о том, что государство старается решать эти задачи. Появление в Очимчирском районе новых социальных объектов имеет большое значение для жителей. И, как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. Наала Кови, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 4 июля исполнилось 13 лет со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. С днем основания ведомства министра по ЧС Льва Квициня поздравил президент Рауль Хаджимба. По праву МЧС Абхазии считается одной из самых высокоэффективных государственных служб в стране. Тот профессионализм, мужество и самоотверженность, с которыми специалисты МЧС успешно решают возложенные на них непростые задачи в самых сложных и критических ситуациях, вызывают уважение к их нелегкой службе, как со стороны руководства страны, так и со стороны простых граждан республики, отметил, в частности, в своем поздравлении глава государства. Рауль Хаджимба поблагодарил руководителя МЧС Абхазии за доблестную службу, компетентность и принципиальность в своей работе и пожелал Льву Квицине, а также всему коллективу и ветеранам МЧС крепкого здоровья, благополучия, успеха в деле служения нашей стране. Исполнилось 26 лет со дня высадки десанта на горе Ахбюк во время Отечественной войны народа Абхазии. 4 июля ветераны отдельного стрелкового батальона «Горец», а также родные и близкие погибших десантников возложили цветы к мемориалу в парке Славы в Сухуме, а затем направились на гору Ахбюк. Здесь был открыт мемориал погибшим воинам десанта. Репортаж Саида Джарсаля. Каждый год 4 июля ветераны батальона «Горец», родные и близкие погибших приходят к мемориалу в парке боевой славы, возлагают цветы к могилам павших героев и вспоминают своих боевых товарищей. Затем, по традиции, колонна машин направляется на место крушения вертолета на гору Ахбюк. На этом месте 4 июля 1993 года в ходе Отечественной войны народа Абхазии бойцами батальона «Горец» был принят последний бой. Взятие высоты Ахбюк имело стратегическое значение, поэтому на высадку десанта возлагались большие надежды. Однако в этот раз вертолету с бойцами абхазской армии не удалось даже приземлиться. С взятием этой высоты абхазская армия могла продвинуться дальше по направлению к столице. По расчетам абхазского командования, вершина Ахбюк не была занята грузинскими войсками, но наших бойцов здесь ждала засада. Вертолет не успел приземлиться, когда враг открыл огонь. Еще в воздухе он загорелся. Выпрыгивая из него, десантники до последнего отстреливались и пытались все же выполнить поставленную задачу. В той операции батальон «Горец» понес большие потери. На сегодняшний день с батальона «Горца» 93 воина нет в живых. Во время войны погибли 52 бойца. Из них 4 июля 1993 года на этом месте в вертолете погибло 26 бойцов. Низкий поклон матерям погибших, наших братьев и сестер. 4 июля 26 лет прошло с того дня. На месте гибели абхазских десантников уже второй месяц ведутся строительные работы по установлению мемориала погибшим бойцам батальона «Горец». Основание мемориала сделано в форме восьмиконечной звезды, которая напоминает медаль Героя Абхазии. В его центре расположен двигатель того самого горевшего вертолета Ми-8. В честь памяти павших защитников Родины ежегодно на этом месте собираются более сотни человек. В установке мемориала материальную помощь оказала администрация Сухумского района, фонд батальона «Горец» и частные предприниматели. Матери и родственники погибших бойцов поблагодарили организаторов и отметили, что пока жива память о героях и их подвигах, живы и их сыновья. Я хочу поклониться низко душам всех тех, кто сейчас здесь витает. Они все здесь с нами. И они знают, что мы их помним. А это самое важное, самое главное, что мы можем для них сейчас сделать. Помнить, передавать поколение с поколению, детям, внукам, правнукам их героизм, их стремление к освобождению своей родины, их патриотизму. Мужество и героизм, проявленные абхазскими десантниками на горе Ахбюк, навсегда останутся в истории Абхазии. А память о погибших воинах всегда будет жить в наших сердцах.
Саид Жарсаля, Алексей Баструков, Саид Хашик, Абхазское телевидение. 4 июля вспоминали однополчан и ветераны 1-й бригады и 3-го батальона Гумистинского фронта. 26 лет назад, в июле 1993-го, подразделения Абхазской армии предприняли новую попытку освобождения столицы. Военная операция включала в себя 3 направления. Село Тамыш на Восточном фронте, где к тому времени уже высадился десант, Гумистинский мост в Нижней Шере и район Двуречья севернее Сухума. В течение нескольких дней ожесточенных боев ценой тяжелых потерь были заняты стратегически важные высоты над столицей Абхазии. Ежегодно в Нижнюю Эшеру приезжают участники той июльской операции. Традиционно они посещают могилу первого президента Абхазии Владислава Арзенба, а затем идут по боевым местам, вспоминая однополчан. 26 лет назад, 4 июля, мы предприняли очередную попытку освобождения, естественно, города Сухум и всей Абхазии. Но я именно хочу остановиться на 3-м мотострелковом батальоне, которого мы направили здесь, по направлению Нижнего Гумистинского моста. На каком-то участке, на какой-то период 3-й мотострелковый батальон продвинулся вперед, но потом уже она выполняла задачу отвлечения основных сил противника. И противник, действительно поверив, что основное направление основного удара будет здесь по нижнему направлению, противником был предпринят, что все силы подтянуты сюда. И мы, воспользовались этим, с северной стороны города Сухум, с северной части, с горной местности, с горно-лесистой, мы продвинулись на расстояние видимости, над господствующими высотами над городом Сухум. Вот этим славен 3-й батальон. Кто-то называет там, они пошли смертники и так далее. На смерть никто никого не пускает. На смерть никто не идет. Все идут для того, чтобы достичь победу. Они и своей смертью, которые сложили в голову, они достигли победы. 4 июля Центральной избирательной комиссии Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Рауля Хаджимба. Напомним, что на данный момент уже зарегистрированы 3 политические партии и 7 инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты: Шамиля Адзенба, Астамура Отерба, Артура Анкваба, Олега Аршба, Астамура Какаля, Алмаса Джапуа и Астамура Тарба. Регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия началась 26 июня и продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. В Женеве состоялся 48-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в ходе которого участники переговоров предложили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией о приверженности сторон к неприменению силы. Как отмечается в сообщении МИД Абхазии, стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста заявления, в результате чего было принято решение продолжить работу над этим вопросом на следующем раунде женевских дискуссий. На встрече также была обсуждена ситуация с введением временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией по реке Ингур. Кроме того, в ходе переговоров абхазская сторона призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования факта участия депутата парламента Грузии Акакия Бубохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов и совершении им преступлений на территории Абхазии. Особое внимание в повестке дня было посвящено вопросу возобновления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал. Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей приверженности возобновлению работы данного формата исключительно после выполнения грузинского
грузинской стороной выдвинутых перед ней требований. Проведение следующего 49-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8 и 9 октября 2019 года. Завершился рабочий визит министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия в Москву, в ходе которого состоялся ряд важных встреч в Министерстве здравоохранения и в медицинских центрах России, сообщает пресс-служба Минздрава. В частности, Тамаз Цахнаки осмотрел условия и возможности Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России. На базе этого центра уже получили соответствующую помощь более 100 пациентов из Абхазии, выявленных в ходе диспансеризации. Как отметил Тамаз Цахнакия, второй этап диспансеризации будет доведен до конца, и все оставшиеся пациенты обязательно получат необходимую медицинскую помощь. На состоявшейся встрече в Министерстве здравоохранения России были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Абхазии в рамках межправительственного соглашения от 2013 года, включая лекарственное обеспечение лиц с двойным гражданством. Кроме того, был обсужден вопрос подготовки межправительственного соглашения по открытию кардиохирургического отделения при республиканской больнице в Сухуме. В ходе визита Тамаз Цахнакия также встретился с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрием Сычевым. Были достигнуты договоренности, предусматривающие продолжение выездных сертификационных циклов российских врачей по повышению квалификации в этом и следующем году, а также взаимопризнание удостоверения интерна Минздрава Абхазии. Также в Минздраве России были обсуждены технические детали вопроса погашения задолженности медицинских учреждений республики перед российскими клиниками. 16-й ежегодный шахматный турнир «Абхазия Open» пройдет в нескольких городах Абхазии с 22 июля по 20 августа. В медиацентре «Спутник Абхазии» состоялась пресс-конференция, на которой организаторы турнира рассказали подробности предстоящего спортивного мероприятия. Вот уже 16-й год подряд в Абхазии проводится международный шахматный турнир «Абхазия Open», в котором принимают участие лучшие шахматисты из разных регионов Российской Федерации и, конечно же, Абхазии. Турнир стал хорошей площадкой для подготовки абхазских спортсменов, занимающихся этим интеллектуальным видом спорта, и открыл им большие возможности. Для нас это большой праздник. Наши юные шахматисты имеют возможность знакомиться с сильнейшими шахматистами своего возраста из разных уголков России. Значит, география у нас обширная. Это юг России, прежде всего, Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Сибирь, Дальний Восток, Ханты-Мансийск и, конечно, Санкт-Петербург и Москва. Тристану Кварасхелия, действующему чемпиону Абхазии по шахматам, всего 12 лет. Он занимается этим видом спорта с 6 лет. Как-то Тристан с мамой проходили мимо шахматного клуба. Его внимание привлекли красивые шахматные фигуры. По словам чемпиона, играть в такую интеллектуальную игру нелегко. В чемпионате Абхазии я набрал 8 из 8. Очень трудно было играть с несколькими соперниками. Но и были соперники, которые делали грубые ошибки, которые в середине партии уже можно было сдаваться. И были такие соперники, которые до последнего играли, до эндшпиля. Сила воли тоже нужна в шахматах, физическая подготовка. По словам тренера Тристана Кварасхелия, он уже несколько лет занимается по индивидуальной программе, и это дает положительные результаты. Потенциал очень высокий, очень много юных, талантливых шахматистов. Что касается Тристана, мы уже вот несколько лет работаем по индивидуальной программе, по методике 6-го чемпиона мира Михаила Моисеевича Ботвинника. Вот. Плюс с использованием современных компьютерных шахматных программ, которые используют для своей подготовки такие известные шахматисты, как Вишванатан Ананд, Сергей Корякин, ну и действующий чемпион мира Магнус Карлсон.
Международный турнир «Абхазия Open» проводится при поддержке Госкомитета по физической культуре и спорту и представительства Россотрудничества в Абхазии. Турнир будет проходить с 22 июля по 20 августа в Сухуми, Гагре и Гудауте. Кроме того, в рамках турнира пройдет благотворительная цветочная выставка, вырученные средства от которой будут перечислены в благотворительный фонд «Киарас». Гугут Савардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Москве прошло итоговое пленарное заседание второго международного форума развития парламентаризма, в работе которого принимала участие делегация Абхазии во главе со спикером парламента Валерием Кварчи. На полях форума спикер Народного собрания Абхазии встретился с заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеславом Перштуком. Среди затронутых тем обсуждалась возможность установления сотрудничества между парламентами двух государств. Кроме того, Валерий Кварча встретился с депутатом Бундестага ФРГ Вальдемаром Греттом, которого интересовали внутриполитические процессы, происходящие в Республике Абхазия, и с председателем парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаной. Под председательством вице-премьера Даура Аршба прошло первое заседание комиссии по подготовке проекта целевой программы по развитию государственного абхазского языка на 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Члены комиссии обсудили меры, которые, по их мнению, необходимо предпринять для развития абхазского языка. В первую очередь должна быть разработана общая концепция по внедрению абхазского языка во все сферы деятельности государства, перевести на абхазский язык делопроизводства, поработать над орфографическими словарями, подготовить для этого технико-материальную базу. Как было отмечено на заседании, расходы на реализацию данной программы будут предусмотрены в государственном бюджете уже в этом году. Настоящим праздником для любителей джазовой музыки стал международный фестиваль «Аква Джаз», который открылся в Сухуме 3 июля. Концертом Приднестровского квинтета «Либерти». Фестиваль проходит в Абхазии уже в 4-й раз при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. О первом дне фестиваля в репортаже Гугут Савардания. Кларнет, тромбон, банджо, туба – оригинальные музыкальные композиции, исполненные на этих необычных инструментах, можно было услышать в первый день джазового фестиваля «Аква Джаз». Потрясающее выступление квинтета «Либерти» под девизом «Смех и радость мы приносим людям» не оставило зрителей равнодушными. И действительно, с самого начала концерта юмор и задор участников группы создали в зале неповторимую атмосферу настоящего праздника джазовой музыки. В их исполнении прозвучали джазовые стандарты, а также произведения в стиле Dixieland блюз и авторская музыка. Оксана Травницкая с семьей приезжает в Абхазию с полуострова Таймыр уже много лет и старается не пропускать фестивали и концерты, которые проводятся во время ее пребывания в нашей стране. Мы приезжаем сюда в концерт, в филармонию, в МВО, там приходили в концертные залы, Дом культуры, Шаратын, вот Кавказ, ваше, это все. И здесь вот на джазовую попали, джазовый концерт Приднестровья. Очень понравилось, позитивные ребята такие, классные, очень хорошо, очень профессионально, молодцы. Виолетта Байбикова преподает в Государственном училище культуры, и по ее мнению, такие концерты и фестивали в Абхазии нужно проводить чаще. Я очень люблю вообще посещать концерты филармонии, постоянно и стараюсь не пропускать. А сегодняшний концерт очень понравился. Ребята настолько позитивные, настолько энергичные, настолько музыкальные. Мне очень понравилось то, что они сегодня сыграли очень много разной музыки и разных эпох, из кинофильмов. Вот. Хочу сказать, что такие концерты, конечно, очень нужны. Среди зрителей было и много музыкантов. Анастасия Логуа, студентка музыкального училища, с детства занимается музыкой. Сцены боится, но сегодня она и ее друзья с удовольствием приняли участие в концерте, выступив вместе с участниками группы «Либерти».
Мне нравится джазовая музыка, но на таком концерте я побывала впервые. Мне очень сильно понравилось, и нам удалось не только послушать джазовую музыку, но также и поучаствовать в концерте. В исполнении группы «Либерти» впервые в Абхазии прозвучали композиции на банджо, струнном щипковом музыкальном инструменте в виде бубна. Банджо родом из Африки. Изначально его делали из тыквы и обтягивали воловьей кожей. Специально для фестиваля Министерство обороны Республики Абхазия предоставило музыкантам свой инструмент – тубу. Артисты коллектива получили громадное удовольствие от выступления на сцене Абхазской государственной филармонии в рамках фестиваля «Сухум Акваджа-2019». И, конечно, это все благодаря абхазскому зрителю, благодаря тем эмоциям, тем чувствам и той теплоте, которую мы испытали, находясь на сцене. Конечно, зритель знал, на что он шел, на какую музыку. Он понимал, что должно быть что-то новое, что-то интересное. И использование таких инструментов, как кларнет, труба, банджо, тромбон и туба на сцене, наверное, в таком синтезе впервые они звучали на этой сцене. И, наверное, диксиленд впервые звучал. Мы постарались максимально разнообразить программу с тем, чтобы обычному, неподготовленному даже зрителю было интересно, понятно, доступно и весело. И табуб дараться. Дикси-квинтет «Либерти» был создан в 2004 году, а уже через 7 лет он получил статус государственного ансамбля. Артисты группы – участники различных международных фестивалей и конкурсов духовой и джазовой музыки, и их репертуар довольно разнообразен. В завершении концерта в исполнении квинтета прозвучали известные музыкальные композиции из советских кинофильмов. Гугут Савардания, Томас Чековани, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью туман, днем местами кратковременные осадки, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 23-28. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Телеканал «Культура» впервые представляет